одного из героев фильма «Сестренка», по повести, которую Мустая Карима поставили, но он пока уехал в деревню, будет он на следующем уроке, а вот сегодня к нам присоединилась сама Саида Мухамедьянова из Татарстана. Сейчас, Саида, приветственное слово, пожалуйста, на татарском языке начинай и скажи приветствие нашим детям, и я включу видео сначала с голос дети, а потом уже они, наверное, узнают и будут задавать свои вопросы. Хорошо? Хорошо. Саида. Здравствуйте, дорогие ребята. Исәнмесез, кадерле дуслар. Мин бик шат сезнең белән бүген очрашырга онлайн аша булса да, ләкин бик шат. Сезнең үзегезнең ничек хәлләрегез? Ребята. Әйбәт булса шәп. Әйбәт. Так, молодцы. Сейчас. Так, ребята, так, давайте я вам сейчас включу видео. Вы наверняка вспомните. Так, где она у меня? Сейчас. Как сюда? Нет, мы же поставили его тоже. Вот это сюда. Так, сейчас их время у нас, конечно. Время идет, вот у нас чуть-чуть вот с техникой у нас, конечно, проблемно. Так. Видно вам? Нет. Ребята, видно, да? Нет. Не видно? Нет. Видно. Видно вам? Нет. Нет. Мы только звук слышим. Это еще. Теперь видно. Видно, да? Ребята, вы видите? Да. Вот, узнали? Да. А это кто? Да. Так, ребята, я думаю, у нас времени мало. Давайте мы лучше вот с ней вживую пообщаемся. Ваши вопросы, наверное, есть. Вы узнали ее? Да. Узнали. Представляете, вот она у нас с вами на встрече. У кого какой вопрос есть? Вы пока подготовьте. Есть? Так, пожалуйста, Арина. Арина, вот она певицей. Да, Арина. Чтобы стать певицей. Так, первый начало. Что нужно делать, чтобы стать певицей? Как тебя надо подготовить? Саида, как ты готовилась, чтобы стать победительницей? Арина, спасибо большое за вопрос. Во-первых, нужно большое желание стать певицей. Нужно много работать. И мне кажется, это много труда заложено, чтобы дойти до такого уровня. Поэтому, но можно начать с музыкальной школы, то есть ходить на вокал, на фортепиано. Но, конечно, если у тебя будет огромное желание, ты все сможешь сделать, всего сможешь добиться и стать певицей в том числе.
Саида, ты какое училище или школу какую закончила? Но я закончила музыкальную школу, сейчас я учусь в университете в КФУ и параллельно в музыкальном колледже. Молодец. У кого еще какой вопрос? Гульнас, пожалуйста, вопрос. Изменилась ли у тебя жизнь, ну, с участием «Голос дети»? И вообще, как ты стала смотреть на музыку? Не совсем слышно, да? Не совсем понятно было, да? Да, да, я, честно говоря, очень плохо слышала. Ага. Гульнас, еще раз. Как там? Что у нас? Изменилась ли у тебя жизнь с участием «Голос дети»? Изменилась ли моя жизнь с участием «Голос дети»? Спасибо большое за вопрос, Гульнас. Ну, конечно, изменилась. Меня очень много начали приглашать на концерты, меня начали узнавать даже на улице, поэтому, конечно, с участием «Голос дети» пришла и какая-то популярность, и участие во многих концертах, также крупного масштаба также. Конечно, изменилось, то есть колоссально. В этом году какие-то гастроли ожидаются? Ожидались? В этом году, да, ожидалось в конце марта. Сначала я должна была выступить в Москве в Крокус-Сити-холле, потом как раз поехать в Уфу, в Стерлитамак, чтобы выступить на юбилее одной известной певицы у вас в Уфе, поэтому, но все отложилось из-за карантина, поэтому не получилось, к сожалению. Угу. У кого еще такой вопрос? Пожалуйста. Можно я. У тебя родители поют? Саида. Я слышала вопрос. У меня родители поют, вот такой вот вопрос был. У меня очень хорошо в семье поет бабушка. Она меня научила как раз петь мунаджаты, это исламские песнопения. Потом она меня научила петь татарские народные песни. Поэтому у нас в семье очень хорошо поет моя бабушка. Ну, папа, мама только любители, но тоже есть слух, хорошо поют. Саида, сейчас можно продемонстрировать? Теперь можно я? Можно ли мне задать Послушаем, вопрос? Оксан, подожди, чуть-чуть. Можно? Не трудно? Что еще раз? Песню спеть, куплет хотя бы. Алюки, например, у вас очень хорошо получается. Не трудно? Да, конечно, давайте Алюки я спою. Один куплетик. Хорошо. Спасибо. Аплодисменты, пожалуйста. Ручки покажем, ручки. Молодцы. Арслан, у тебя какой вопрос был? Арслан, мы тебя слушаем. Арслан, включи, микрофон включи. Арслан. У вас был талант к пению? Так, еще раз, пожалуйста, не слышно. У вас был талант к пению? Да, поняла. Поняла вопрос. Арсланчик, спасибо большое за вопрос. Такой, конечно, неоднозначный вопрос. Но я думаю, что все дается свыше, все дается Всевышним, поэтому, конечно, мне кажется, что талант у меня к этому был. Думаю, он и сейчас продолжается. Просто нужно развивать. Но даже если у тебя, так скажем,
ну, нету таланта, ты так считаешь, что у тебя нету таланта к пению, все равно его можно развить, попробовать развить, если у тебя будет желание. Да, смотрите, если у меня, допустим, нету желания, но у меня есть талант, конечно, мой талант не будет развиваться, я останусь на одном месте. Если у тебя есть желание, то огромное желание, огромное стремление к чему-то, ты обязательно и сможешь развить свой талант к пению, обязательно тебе все получится. Добьешься успеха в любом случае. Всегда надо стараться. Да. Так, Данил, пожалуйста, включи микрофон. Данил, включи микрофон. Данил, вопрос. Пожалуйста, вопрос, Данил, мы тебя слушаем. Данил, мы тебя слушаем. А сколько ты раз выступала на сцене? О, сколько раз! Я, если честно, не могу ответить много раз. Я уже с 5 лет выступаю на сцене. То есть это все началось с конкурсов, с концертов с 5 лет, и мне вот сейчас 19. Это я даже не смогу пересчитать, сколько раз, честно говоря, но много. Так, еще у кого какой вопрос? Так, Гузель, Айгуля. Было ли у тебя волнение перед тем, как ты должна была выйти выступать? Волнуешься ли перед каждым выступлением? Да, конечно, волнение всегда есть. То есть мне говорили, что, наверное, после участия в «Голос дети» у тебя вообще волнения нету теперь перед выступлениями. Но на самом деле на каждом выступлении волнуюсь, как будто бы в первый раз выхожу на сцену. Поэтому это нормально, потому что без волнения ты не сможешь передать тех эмоций, которые заложены в песне. Поэтому, конечно, я думаю, что волнение оно должно быть. Просто каждое волнение в своей мере должно быть, чтобы и не слишком много, и не слишком мало. То есть это тоже надо уметь контролировать. Саида, а ты в Уфе выступала? Да, в Уфе у меня были выступления, и после вот «Голос дети» у меня также были в Уфе выступления. Но вот я же говорила, что я должна была поехать в Уфу и в марте, в конце марта, но, к сожалению, не получилось. Ну, в будущем. Надеюсь, Да. Да, Русалина, пожалуйста. Вы родились в Казани, да? Да. Ну, вам пришлось переехать в город Верхняя Пышма. Вы когда-нибудь бы хотели выступать за город Верхняя Пышма? О, спасибо большое за вопрос. Ну, когда я переехала в Верхнюю Пышму, я также участвовала в конкурсах. И участвовала я в конкурсах именно за Верхнюю Пышму. Но чтобы представлять на каких-то больших концертах, на каких-то больших конкурсах, как «Голос дети» Верхнюю Пышму, наверное, нет. Так как я родилась в Казани, и я все-таки по национальности татарка, я всегда буду представлять именно татар, именно Казань, именно Республику Татарстан и никак другой город. Но вдруг, если пригласят, все равно не откажешься, да? Ну, конечно, не откажусь. Да, если пригласят. Спасибо. У кого еще какие вопросы? Так, Гульнас что-то думает, да? Есть вопрос? Гульнас? Да. Пожалуйста. У тебя были ли сольные свои концерты или планировала ты в будущем выступать сольно? Отдельные, сольные, да? Сольные концерты. Да, у меня были сольные концерты. Первый сольный концерт был как раз в Верхней Пышме. В 9 лет я поставила сольный концерт на сцене Верхней Пышмы. Там даже были номера с оркестром. Следующий концерт у меня был в 12 лет. И, так скажем, творческий вечер был в 14 лет. Нет, не в 14, это было позже, лет в 16. Поэтому, да, сольные концерты были. В дальнейшем посмотрим, пока не могу сказать, что будет в дальнейшем, потому что никто из нас не знал, что мир сегодня изменится вот настолько, что мы будем вынуждены сидеть дома, поэтому заранее ничего не буду говорить. Да, кстати, Саида, как проводишь сейчас время? И какие пожелания у тебя в режиме самоизоляции?
Я учусь с утра до вечера, так как я учусь в 2 заведениях, то есть это и в университете КФУ, и в музыкальном колледже. Я постоянно перед компьютером, я постоянно учусь, поэтому я бы не сказала, что у меня есть свободное время, потому что нам очень много начали сдавать домашние задания, и всегда нужно сдавать это задание вовремя, поэтому не всегда я все успеваю, поэтому приходится выкручиваться. Дистанционно тоже. Так, Дина, Самина, Ясмина. Вам слово, девочки. Они очень хорошо поют у нас. Дина, Самина, идемте. Кто скажет вопрос? У кого? Саида, а когда на шоу «Голос дети», там сами костюмы дают или из дома надо? Костюмы. У Да. меня очень красивые костюмы были, кстати. Так, сейчас я вам покажу. Костюмы. Так, Саида, ты пока говори. Да, насчет костюмов. Сейчас, ребята, я отвечу на этот вопрос, потом следующий. Насчет костюмов. На слепом прослушивании костюм мы выбирали сами. То есть вот этот вот щитек татарский, да, сапожки. Потом у меня была косынка татарская. Этот стиль мы создали сами, поэтому на слепом прослушивании все было наше. А уже дальше, например, вы видите... Нет, это не... когда я пела «Аллилуйю», платье сшила мама Пелагея. Вот. Для всех нас платье сшила мама Пелагея. Потом в горнице, когда я пела в горнице, это было наше платье. И когда я пела не французскую, я скажу, колыбельную Полины Гагариной, платье также шила мама Пелагея. Это розовое с цветочками. И уже французское, где в черный образ, это все было тоже наше. Поэтому тут и из дома что-то было, и они сами шили, они сами предлагали, то есть редакторы «Голоса», и мама Пелагея сама сшила для нас. Спасибо. У меня есть вопрос. Арина. У меня тоже есть вопрос. У меня тоже есть вопрос. Давайте я первая. Арина, давай, пожалуйста. У меня 2 вопроса сейчас. У тебя есть кумир? Да, сейчас отвечу. Кумиров у меня на самом деле много, но сейчас я очень люблю Димаша Кудайбергенова. Это казахский певец, может кто-то знает, может кто-то нет. Но я его очень люблю. Если что, послушайте Димаш, у него просто очень, просто не описать словами, я его прям обожаю. У него очень сильный голос, где-то на 6 диапазонов, поэтому сейчас, наверное, он мой кумир. Точнее, я его кумир. А еще второй вопрос с меня. Не, наоборот, Ты на он каком кумир. инструменте играешь? Инструмент? Угу. Пианино. Я играю на фортепиано, и в музыкальном колледже я также играю на фортепиано. Можно мне вопрос? Спасибо. Так, у нас очень много вопросов, но вот у нас очень мало времени. Так прямо охота еще дальше разговаривать, вопросы задавать, конечно. Так, Данил вроде, давайте. Данил, ты меня не слышишь? Данил? А кем ты хотел еще стать, кроме певицы, до этого? До этого... я сейчас учусь в КФУ на факультете востоковедения, я изучаю языки. Я изучаю английский, турецкий и арабский, скоро начну. Поэтому, наверное, может быть, это что-нибудь связанное с языками. Мне нравится учить языки. Спасибо. Русалина, пожалуйста, тебе слово, Русалина. В 6 лет вы заняли, у вас было звание мини-мисс Татарстана. Да. У вас было... Русалина, у тебя с технологией проблемы? Русалина, попробуй задать еще раз вопрос. Ты немного... Понятно было? Все. Последний вопрос. Да, теперь слышно.
Последний только В вопрос. 6 лет у вас было звание. В 6 лет у вас было Так, ну, у нас проблема, Иерусалина, извини. Так, спасибо, ребята, всем. волнение. Так, что она хотела сказать? Может, Русалина в чате может... волновалась на конкурсе «Мисс красоты», по-моему, она говорит. Волновалась ли я на мини-мисс... Нет, если честно, в 6 лет ребенок еще не осознает, что такое волнение, ну, как мне кажется, поэтому, ну, я думаю, там у меня как раз-таки волнения было меньше. Я еще не осознавала вообще, что это такое. Ну, говорят, выступать, я выступаю, и все. Спасибо. Спасибо тебе, Саида, большое. Творческих успехов тебе. Ребята, Спасибо. всем, Арина, Дина, Санина, Ясмина, Гузель, Айкуля, Русалина, Гульнас, Даниил, Арслан, Матвей тоже был, Иван. Всем большое спасибо. Вам спасибо большое. Вопросы были очень интересные, даже были те, которые мне в интервью вообще не задавали. Спасибо за такие интересные вопросы, ребята. Всем желаю удачи, самое главное здоровья, чтобы вы добились того, чего хотите, чтобы у вас в жизни была цель, к которой вы стремитесь, и обязательно трудитесь, самое главное, пусть у вас будет желание к этому, вы обязательно всего достигнете. Спасибо вам большое за вопросы, было очень интересно, мне было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо большое все. Спасибо, пока, Саида. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, Саида, тебе. Так, ребята, вам домашнее задание. Домашнее задание написать ваши впечатления о встрече. Вот онлайн-встреча у нас была. Написать маленькую заметку ваших впечатлений встречи с Саидой Мухамедзяновой. И в будущем тоже мы будем интересоваться вашими... Как вот это вот ставят? Мы тебя тоже любим. Спасибо, Саида. Спасибо. Домашнее задание, значит, ребята, понятно, да? Написать. Прямо сейчас это надо написать, потому что журналисты, они должны сразу выполнить задание, потому что вот это вот впечатление, оно уйдет. А прямо сейчас, вот если напишите после всех уроков, это уже будет что-то такое свежее и интересно получится. И для вас тоже интересно будет, и для читателей тоже будет интересно. Мы с вами были на уроке «Маленький журналист», и следующий раз у нас, ребята, сегодня телеканал «Культура» представил художественный фильм «Сестренка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». И в следующей неделе, в следующий раз мы встретимся с одним из главных героев вот этого фильма, мальчиком Арслан. Вы же посмотрели, да, по школьной программе такой фильм был? Арслан. Он, на самом деле его зовут Арслан, а по фильму его зовут Ямиль, который играл с Мартой, с Москвы, который, да? Помните? Вот в следующий раз мы встретимся с ним. А сегодня понравилась там встреча? Да. Спасибо большое за внимание. И сейчас, наверное, перемену не сделаем, наверное, да? Продолжим урок. Давайте перемену. Изобразительное искусство. Нет, сейчас у нас идет перемена. В 13:25 мы встречаемся, ребята. Спасибо. У нас большая перемена, Да. Спасибо, до следующих встреч. Пока-пока. До свидания. До свидания. До свидания. Да. 13:25. До свидания, воскресной школы. Нет, сейчас еще дальше будет. После перемены урок еще дальше будет, Арина. Хорошо? Ага. Да. Арина, спасибо. Лично жду твои впечатления, заметку о встрече с Саидой Мухамедзяновой. Ты же сама хочешь стать певицей. Да? Да, спасибо. Сейчас я поставлю вам мультик. Кто хочет смотреть, смотрите. Извините, А кто хочет отдохнуть, я хотела песню с Саидой поставить. Забыла. Хорошо, ставьте.